Продолжаем. 6 европейских стран и 4 классических балета. Искушенная публика Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии и Дании вновь встретится со своими старыми знакомыми, посланцами нашей республики. Кстати, зарубежные вояжи начались 1993 года, и за это время творческий конвейер ни разу не останавливался. О том, что покажут казанские артисты на этот раз, в эксклюзивном материале нашего культурного обозревателя. Романтический балет французского композитора Лео де Либо Капелли покажут в первые дни гастролей на родине композитора. Французы трепетно относятся к образцам национального искусства и уже успели оценить «Даму с камелиями», которая в первую очередь ассоциируется с Рудольфом Нуриевым и Марго Фонтейн. Сегодня перед ночным отъездом последняя репетиция истории о молодом человеке, влюбившемся в куклу, превратившуюся в прекрасную девушку, которая рисует целый сказочный кукольный мир. Всегда с удовольствием принимаю, потому что замечательная музыка де Либо и интересная хореография и много игровых очень сцен. Поэтому для зрителей это понятно, это знакомо и это классика, это интересно. На днях в Казань вернулась оперная труппа, где в 2 европейских странах Голландии и Бельгии состоялось 30 представлений, 17 показов оперы «Тоска» и 13 премьерных концертных программ «Кармина Бурана плюс». Это мощные сочинения на библейские темы композитора Карла Орфа, особо почитаемого в Европе. Балет жители далеких стран поглощает по принципу стереотипа. Раскрученные бренды покупаются исправно, в то время неизвестные бельгийцам или немцам такие названия, как «Анюта» или «Шурале», ни о чем не говорят. У нас был такой случай, когда по техническим причинам задерживался антракт. И в зале стоял такой свист, и вынуждены были директор театра выйти и сказать причину задержки и так далее, и так далее. Но надеюсь, что недовольство по поводу творчества? Абсолютно нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Зрители очень эмоциональный, очень отзывчивый. В Казани артисты балета вернутся лишь в феврале 2014 года, где в рамках очередного Шаляпинского фестиваля покажут последнюю нашумевшую премьеру балет «Золотая Орда». Пока же идет подготовка к самой взыскательной публикой и встречи со столицей столиц. Как раз когда я пришел в театр в 2007 году, и произошла постановка Капелли, как получается, первые мои гастроли, выезд в Европу. И это мой вообще первый спектакль исполнен, то есть на гастролях. Во время отсутствия балетной труппы громко скажет о себе искусство оперы, отметит 200-летие Джузеппе Верди и вспомнит замечательного режиссера оперного театра 20-го столетия Нияза Даутова. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».